Ну, вчера мы были в Джанкойском районе, вот, село Заречное. Я скажу, на большому удивлению, в хорошем смысле этого слова. То есть мы думали, будут какие-то там, может быть, провокационные вопросы, да, то есть разного толка. Почему? Потому что основной контингент, с кем мы встречались, это были крымские татары. Да, это были учителя, вот, это были общественные деятели, вот, и люди, тем, которым не безразлична судьба Крыма, да. Вот. Ну, скажу так, что за 4 года люди поняли, что та риторика, которая несется извне, нашими соотечественниками, к большому сожалению, на сегодняшний день люди уже понимают, что все, что они декларируют, это не является правдой, да. Вот. Почему? Потому что, опять же, наверное, я повторюсь, люди реально видят заботу государства о народах, живущих в Крыму. Да, и не только в Крыму, то есть в целом в нашем государстве, в России. В первую очередь задача, это, конечно, понятное дело, то, что ставится нашим главнокомандующим Владимиром Владимировичем Путиным, это межнациональный мир и согласие. Мы видим, что эта тенденция в Крыму по нарастающей идет в лучшую сторону. Здесь всегда люди относились друг к другу толерантно, вот, как бы не пытались там как-то раскачать лодку, да, противостояние крымских татар, русских и так далее, да. Вот, но благодаря, опять же, жителям Крыма и в бытность украинскую 25 лет люди в Крыму сохраняли мир, как бы политикам не хотелось в тех или иных ситуациях качать эту лодку, вот, но слава Всевышнему, кровопролития не было, да. И то же самое произошло во время референдума, да, благодаря президенту, благодаря сплоченности крымчан, то есть референдум прошел без единого выстрела, да, то есть это признано, да, весь мир это понимает и признает. А что сегодня происходит, мы видим настроение. Люди понимают, что если есть какие-то трудности в нашем государстве, так они нам навязаны извне. Все понимают, что мы сегодня по нарастающей живем под санкциями, да. Опять же, потому что ведется, к большому сожалению, политика двойных стандартов. Никто реально не видит и не понимает, что более 2 миллионов жителей Крыма, они сами приняли решение воссоединиться с Российской Федерацией. А почему это произошло? Да потому что реально крымчане увидели, что в Украине на тот момент произошел госпереворот. Да, то есть произошел реально захват власти. Вот. И люди, понимая, что может завтра это все прийти сюда в Крым, приняли такое решение. Почему? Потому что мы помним, как сразу же с трибун всякие радикальные политики украинские, тот же Тягнибок Бокунский, они объявили, что кто-то будет разговаривать на русском языке, это будет преследоваться законом, да, вплоть до тюремных сроков. И это все, понятное дело, сказалось на том решении, которое было принято крымчанами. И спасибо, опять же, президенту Российской Федерации Владимиру Владимировичу Путину, что он поддержал желание крымчан. Вот. Мы благодарны ему за это, и крымские татары за это, мы ему благодарны. Вот. А наша организация, опять же, мы на сегодняшний день проводим большую работу в связи с работой с населением, с молодежью. Опять же, наши офисы и были открыты для того, чтобы и во время президентских выборов, чтобы не было мотивации извне, чтобы крымские татары не участвовали в выборах. Да. В первую очередь мы обозначились в районах, мы видим, что по нарастающей люди к нам обращаются, люди разных национальностей обращаются. Но 90%, конечно, членов нашей организации это крымские татары. Вот. И нас очень сильно подстегивает то, что люди, приходя к нам в офисе, да, других национальностей, когда обращаются за помощью, они с удивлением, конечно, в первое время говорили, как это не только для крымских татар, да, пожалуйста. То есть этим самым мы показываем друг другу уважение, что мы не делимся здесь на национальности, на этносные там, и так далее. Да. Вот. Люди, конечно, дают оценку сегодня, что в Крыму идет забота о населении. Люди понимают, что с открытием моста, Крымского моста, который мы надеемся, даст Бог, в ближайшее время будет открыт нашим президентом, увеличится туристический поток. Люди это понимают. Вот. Видят, что на сегодняшний день многие социальные проекты воплощаются в жизнь. Это и школы, и детсадики, и мечети, и храмы, и так далее. Да? То есть все люди на сегодняшний день видят, что в том состоянии сложном
опять же повторюсь, да, экономических этих санкций все равно государство уделяет социальным проектам очень большое внимание в Крыму, да, и нас это радует. И люди с благодарностью, вот вчера на встрече было не менее там 200 человек, вот я еще раз повторяюсь, в основном это все были крымские татары, все единогласно сказали, что пойдут на выборы, они поддержали нашу инициативу, что мы им сказали, что мы видим кандидата Владимира Владимировича Путина, это регламирует наш председатель Нимтулаев Сетимир Нуридинович. Вот. И люди единодушно, хлопая, сказали, да, это наш президент, мы готовы идти голосовать. Ну, конечно, с наступающим праздником 8 марта, Международный женский день. Вот. Поздравили мы всех жителей, всех женщин. И сейчас будем поздравлять и в Бахчисарайском районе, вот, и в Советском районе поедем, будем поздравлять женщин. Ну, что хотелось бы сказать. Женщины, мама – это символ мира. Вот. Как говорится, у нас дорога в рай находится у ног матери, поэтому женщин всех с праздником, с этим большим, хорошим праздником, светлым. Самое главное, всем здоровья и мирного неба над головой.